Приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем традиционно обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поделиться своим ценным мнением в комментариях и поставить лайк этому видео. Лайк для вас ничего не стоит, а мне помогает продвигать свой YouTube-канал. Ночью в полицию поступил звонок от обеспокоенных граждан. Некий автомобиль перегородил движение на одной из дорог Любляны, а водитель не подавал признаков жизни. Прибывшие на место полицейские обнаружили в автомобиле застреленного водителя. Поблизости были рассыпаны гильзы от разных типов огнестрельного оружия. В ходе расследования было выяснено, что застреленный мужчина неоднократно был судим за сбыт запрещенных веществ и в данный момент являлся фигурантом одного из судебных дел. И, возможно, его ликвидировал как свидетеля один мафиозный клан. К сожалению, застреленный не подпадал под программу защиты свидетелей. И, как заявил министр внутренних дел Баштьян Паклюкар, это индивидуальный инцидент, и Словения по-прежнему является безопасной страной. Пока что. Правительство Словении планирует поднять зарплаты в государственном бюджетном секторе. Но будут повышать зарплаты не резко, видимо, чтобы не шокировать сотрудников, а плавно в 6 этапов. Для примера, сейчас начальная заработная плата учителя без всяких надбавок составляет 1669 евро. После повышения зарплата составит 2135 евро брутто. Таким образом, зарплаты пытаются догнать инфляцию, но, к сожалению, пока безуспешно. В Словении переполнены приюты для животных. Чаще всего животных сдают в приют сами хозяева. Многие люди бездумно заводят животных, не понимая всю ответственность и сложность ухода за животными. А еще люди очень часто дарят животных в качестве подарка близким на день рождения. Напомню вам, что словенские приюты могут усыпить животное через 30 дней после попадания животного к ним. Недавно один водитель на дороге встретил свинью, но не просто свинью, а вьетнамскую свинью, которая не водится в Словении в дикой природе. Явно кто-то купил и привез эту свинью к себе домой в качестве домашнего питомца. Для справки, вьетнамская свинья может достигать веса 90 килограмм. И без правильного питания очень быстро набирает лишний вес и требует много места и внимания. Без правильного подхода они становятся упрямыми и трудноуправляемыми. Прям все как у людей. А также данная свинья может жить до 20 лет. И, видимо, кто-то не справился и решил избавиться от своего животного. К сожалению, в новости не сообщается о дальнейшей судьбе свинки. Куда ее сдали? В приют или во вьетнамский ресторан? На одном из оживленных перекрестков внезапно остановилась машина. За рулем автомобиля находилась 88-летняя женщина без движения, положив голову на руль. Мимо проезжали автомобили, но никто не остановился ей помочь. К счастью, мимо проезжала полицейская машина, и полицейский сразу обратил внимание на автомобиль, стоявший посреди перекрестка без движения. Полицейский быстро среагировал и оказал первую медицинскую помощь женщине. В этой ситуации удивляет равнодушие граждан, которые проезжали мимо, абсолютно не обращая внимания на остановившийся автомобиль. С другой стороны, хорошо, что эта женщина успела остановить свой автомобиль. В Словении очень часто пожилые люди становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. К какой температуре дома зимой вы привыкли? В Европе рекомендуется устанавливать дома температуру не более 20-21 градуса. А если вы находитесь вне дома, эту температуру необходимо понижать. В гостиной лучше поддерживать температуру от 19 до 22 градусов. А в спальне должно быть максимально прохладно. Идеальная температура от 16 до 18 градусов Цельсия. И как утверждают европейские эксперты, низкая температура обеспечивает лучшее качество сна. У меня, например, сейчас батарея абсолютно холодная, и мне приходится ходить в свитере. Ну и традиционно в конце новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от 0 до +7, облачно с прояснениями. Спасибо, Алиса. Без проблем.
Помогать вам мне в удовольствие. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!